Доброе утро всем тем, кто к нам присоединился. Это программа «Салям» на телеканале БСТ. Прямой эфир, друзья. И в студии Юлия Самбердина. Меня зовут Сеуш Шармадзаде. Да, и есть не очень приятная новость, но тем не менее вы должны о ней знать. Появился новый вид мошенничества. Аферисты отправляют на электронную почту своей жертвы требования от якобы Федеральной налоговой службы о том, что необходимо оплатить какие-то задолженности. И ссылка в этом письме ведет на фишинговый сайт, где вы, естественно, оставляете все важные данные свои личные, с помощью которых аферисты могут завладеть вашими картами и распределять эти финансы, как им удобно. Хулиганье. Да, это точно. Чтобы обезопасить вас, дорогие телезрители, мы сегодня как раз пригласили к нам представителя этой службы, чтобы объяснить, что так не бывает. Да, получим ответы не только на эти вопросы, да, но и напомню, какие льготы вообще в принципе есть у нас. Итак, друзья, у нас в гостях начальник отдела камерального контроля номер 2 ФНС России по Республике Башкортостан Оксана Алексеевна Хайруллина. Оксана Алексеевна, доброе утро. Доброе утро. Да, объясните, пожалуйста, бывает ли такое, что Федеральная налоговая служба отправляет какие-то требования на электронную почту своего налогоплательщика, вот это слово искала? Ни в коем случае налоговая служба на электронные адреса налогоплательщикам не рассылает какой-то информации. То есть налоговая служба информацию может только размещать в личном кабинете налогоплательщика. И, соответственно, туда на электронную почту придет только автоматическое сообщение, что зайдите в свой личный кабинет там, и проверьте какие-то там данные, если пришло что-то от налоговой службы. Но что-то просто на e-mail, какое-то информационное сообщение, да, где есть тем более какие-то ссылки, как вы говорите, перейдя на них на фишинговые сайты, да, и потом можно лишиться там, не знаю, своих там банковских карт, там, денежных средств и так далее. Ни в коем случае налоговая служба такие рассылки не делает и предупреждает ни в коем случае гражданам не переходить по таким ссылкам, чтобы не было никаких-то там предвиденных ситуаций, да. Соответственно, все-таки, если налоговая служба говорит о том, что не рассылает такие сообщения, не звонит по телефону налогоплательщикам, да, там, предлагая куда-то перейти по каким-то ссылкам, а только информирует налогоплательщика с помощью личного кабинета налогоплательщика. Ну и надо сказать, наверное, что сейчас пока еще вот этот интервал оплаты налогов не закончен. Сейчас, по-моему, еще не обычным физическим лицам налоги не рассылаются. Но вообще, как бы напомню нашим гражданам, да, что срок уплаты имущественных налогов – это 1 декабря. И рассылка налоговых уведомлений начинается как раз только к сентябрю месяца, когда всех мы призываем граждан, мы напоминаем, что нужно платить налоги. А до этого налоговые органы готовятся, конечно, к исчислению имущественных налогов. Но хочу отметить, что сейчас у нас как раз еще проходит декларационная кампания по сдаче налоговой декларации до 30 апреля, что если налогоплательщик получил какой-то доход, он должен сдать налоговую декларацию. И, может быть, под этим как бы соусом, так сказать, да, какие-то мошенники, уже подхватив это информирование, что налоговые органы проводят информационную кампанию, начинают какие-то там рассылки типа от налоговых органов. Но ни в коем случае, да, не переходите по каким-то ссылкам для того, чтобы избежать всяких негативных последствий. Все. Поэтому, как вот всегда говорится, да, чтобы убедиться, лучше позвонить вот именно в орган какой-то, да. Ну или зайти в свой личный кабинет. Там что точная самое, информация. Что самое лучшее. Слушай, давайте напомним, какие льготы по имущественным налогам действуют для граждан и налогоплательщикам, да, и на что они, в принципе, и как они могут о них узнать. Но на самом деле сейчас также параллельно проходит и кампания информационная по налоговым льготам. Мы готовимся к исчислению имущественных налогов. И законодательством нашей страны налоговых льготов предусмотрено множество, да, для налогоплательщиков физических лиц. У нас налоговые льготы установлены только налоговым кодексом для 15 категорий по налогу на имущество физических лиц, 10 категорий по земельному налогу, а также у нас еще и по транспортному налогу установлены налоговые льготы, но это региональный налог, поэтому устанавливается именно региональным законодателем. Поэтому налоговым льготам можно вообще ознакомиться. У нас есть такой сервис на сайте Федеральной налоговой службы, как справочная информация о ставках и льготах. И все, что интересует, да, налогоплательщиков, или они забыли, может быть, какие-нибудь налоговые льготы, а мне же положены, да, они могут ознакомиться как раз в этом сервисе. Поэтому обращаю налогоплательщиков внимание, что вообще налоговые органы не стоят на месте. И ежегодно, когда мы проводим такую
кампанию мы еще и работаем сами с уполномоченными органами, чтобы всем нашим налогоплательщикам в проактивном формате предоставить налоговые льготы. Например, у нас такая большая категория налогоплательщиков есть, как пенсионеры, предпенсионеры. Мы получаем по ним от социального фонда всю информацию. И, соответственно, если налогоплательщики ранее заявляли о льготе, ее не надо заявлять потом. То есть она будет также применяться, если она как бы предоставлена на весь срок. Есть такие льготы, которые могут представляться на период. Соответственно, налогоплательщиков, если впервые получил налоговую льготу, опять же, возвращаясь к личному кабинету налогоплательщиков, а применена ли мне льгота? То есть он может зайти и проверить. Поэтому легче всего зарегистрироваться, конечно, в личном кабинете налогоплательщиков и отслеживать всю информацию, которая интересует. Но если в случае не применена налоговая льгота, конечно же, он может подать заявление на льготу. Это можно сделать любым удобным способом, через также личный кабинет, обратиться в офис МФЦ, прийти в налоговый орган, даже направить по почте заявление с подтверждающими документами может приложить, а если не нашел где-то подтверждающий документ, конечно, реквизиты подтверждающих документов, и мы уже как налоговый орган свяжемся с уполномоченным органом, уточним и, соответственно, применим всем налоговые льготы, которые полагаются гражданам. Так, с этим все понятно. Я сейчас сижу и думаю, молодежь до 35 лет. Так. В следующем году у меня получается юбилей. Я подхожу под льготы предпенсионного? Как минимум на внешний вид хотя бы. Предпенсионеры. Предпенсионеры – это у нас граждане. Когда у нас происходила реформа с вами, да, пенсионная в 2018 году, и кто на конец года, кому оставалось 5, которое было пенсионным законодательством определено, у нас же раньше было 55 и 60 лет определено, то есть эти по этому законодательству остаются как бы статусы пенсионеров. И поэтому, когда мы, переходя уже в последующие года, у нас статус предпенсионером, это значит, кому менее 5 лет осталось до пенсии по пенсионному законодательству на 2018 год. Эти граждане считаются предпенсионерами. И всеми льготами, да, пользуются так же, как и наши пенсионеры. Поэтому у нас вообще налоговым законодательством для таких граждан предусмотрены льготы. Это освобождение по налогу на имущество физических лиц на один объект каждого вида. Это, например, на одну квартиру, на один дом на жилой, либо комнату. Да. Еще по земельному налогу на 6 соток это вычет по земельному налогу предоставляется таким гражданам. Но у нас еще помимо таких больших категорий граждан, у нас еще есть льготники. Да? Льготники их много. То есть мы получаем также льготы и по инвалидам, по ветеранам боевых действий, ветеранам труда предоставляются льготы. Например, по транспортному налогу. Да, у нас вообще мы единственные в Приволжском федеральном округе, которые имеются для всех налогоплательщиков республики, льгота в виде пониженной ставки налога на одно транспортное средство до 150 лошадиных сил. Да, это всем предоставляется, и не нужно гражданам обращаться в налоговый орган. Налоговый орган в проактивном формате это все предоставляет. Но есть такие категории граждан, тоже законом республики установлены. Это когда, например, ветераны труда, они полностью освобождаются от уплаты налогов на одно транспортное средство до 150 лошадиных сил. А еще у нас есть многодетные, которые также один из родителей может воспользоваться льготой по транспортному налогу на одно транспортное средство, соответственно, он заявляет, но это может быть или мама, или папа в многодетной семье, то есть на одно транспортное средство в семье будет предоставлена также льгота. Тоже очень приятно. Ну и вы говорили, что есть еще льготы, которые предоставляются временно. Вот участники специальной военной операции, они как раз попадают под это, да? Да, совершенно верно. Но вот у нас есть участники специальной военной операции, которые мобилизованные граждане и которые, например, пошли по контракту. Вот для мобилизованных граждан у нас, например, еще предусмотрена отсрочка, рассрочка по налогам. Например, если его, например, было начислен налог, его мобилизовали, соответственно, ему продлится срок, у него ни в коем случае никогда не будет задолженность, пени не будут начисляться. И когда, например, он вернется, да, и он, например, уплатит все в установленные законом сроки. Скажите, а вот эту информацию же передают вам, ее не нужно подавать и заявление писать? Совершенно верно. Мы информацию все получаем в проактивном формате
формате от Минобороны, и эту информацию используем для применения налоговой льготы. Я думаю, что Чтобы все понять- нюансы лучше смотреть в личном Но кабинете. я хотела бы, извините, еще сказать по поводу транспортного налога, что у нас для участников специальной военной операции действует как и для мобилизованных, так и контрактников. Да, льгота также по транспортному налогу на одно транспортное средство. Но если у военнослужащего нет транспортного средства, то могут воспользоваться также льготой его супруг, супруги, да, там, или родители. То при этом Близкие обязательно нужно подать заявление. В общем, как вот вариант, такие чтобы узнать нюансы все льготы, да, лучше зайти на сайт и ознакомиться с ними, да, более Да, подробно. категорий много, льгот тоже, так что экономьте. У нас в гостях был начальник отдела это возможно. камерального контроля номер 2 ФНС России по Республике Башкортостан Оксана Хайруллина. Оксана, спасибо вам большое. Спасибо, Спасибо. очень полноценная беседа.